Начало строительства прошел месяц. За это время вырыли котлован, сейчас идет подготовка грунтовой подушки. Впереди большой объем работы. Основные стройматериалы закуплены, бригады рабочих распределены и ждут своей очереди. Объект планируют завершить в декабре 2023 года. На сегодняшний день мы грунтовую подушку завершили. Сейчас в данный момент мы уплотняем верхний слой, а далее мы будем делать подбетонку и фундаменты подушки. Новый детский сад на 220 мест строят на месте старого, на той же территории. Параллельно строители произведут демонтаж аварийного здания. Прежнее учреждение было построено всего лишь 10 лет назад и уже непригодное. Все из-за ошибок, допущенных при его эксплуатации. Это здание из-за плохой эксплуатации канализации произошла утечка канализационных стоков, и один блок у нас упросил. Из-за этого его решили демонтировать, это дешевле обходилось, чем реконструкция этого детского сада. Из-за этого мы решили построить, руководство решило построить новый садик с более благоприятными условиями для детей. Детский сад был признан аварийным еще в 2021 году. Детей пришлось распустить по домам. К тому же работники потеряли свои рабочие места. Новость о строительстве нового дошкольного учреждения сильно порадовала местных жителей. В новом здании будут предусмотрены все условия для комфортного пребывания детей. 4 лифта, 1 грузовой, еще один для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для воспитанников оборудуют игровые и спальные комнаты, зал для занятий физкультурой и музыкой. На каждую возрастную категорию определен свой класс. За качеством строительства следят сотрудники технадзора. На данном этапе строительства мы разработали котлован. Полностью выняли грунт. Местный грунт был непригоден для обратной засыпки. Пришлось завозить грунт, который соответствует требованиям проекта. На данном этапе строительства мы уже полностью вышли на нулевую отметку. Грунт уплотнили до проектных значений. Вроде работа идет нормально. Нарушений с их стороны никак не наблюдается. Каждый день выезжаем на строительный участок, наблюдаем, вроде работы ведутся в соответствии проекту. Садик строит по нацпроекту «Демография». Наряду с ним в Малгобеке возводят еще 2 дошкольных учреждения на 190 и 80 посадочных мест. Вдобавок, в конце 2022 года был сдан детский сад на 220 мест. Пока он не функционирует, но уже через пару месяцев его введут в эксплуатацию. В данном дошкольном учреждении будут созданы все условия для получения качественного дошкольного образования в соответствии с современными нормами и стандартами обучения. Проблема именно очередности, она будет заметно снижена именно в городе Малгобеке. Вопрос нехватки мест в дошкольных учреждениях в регионе решают оперативными темпами. Если раньше отправить ребенка в детский сад для многих считалось удачей, то скоро такая возможность станет доступна всем семьям. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.